Здравствуйте! В эфире новости на канале АТВ. В студии Елена Янак. Основные новости на сегодня. Художественная школа имени Дмитрия Савостина отметила свой юбилей. 13 образовательных учреждений Гагаузии получили единовременное пособие для школьников. Суканал Камрад проводит плановую промывку и хлорирование водопроводных сетей. 10 октября в Доме культуры муниципия Камрад состоялось торжественное мероприятие, посвященное 40-летию художественной школы. В зале собрались многочисленные гости, художники, благодарные выпускники, преподаватели, учащиеся и их родители, а также официальные лица. Открыл мероприятие показ короткометражного фильма, посвященный основателю и создателю школы Дмитрию Савостину. С юбилейной датой руководство педагогов и учащихся школы поздравили Башкан Гагаузии Евгения Гуцул, председатель администрации Камрадского района Вадим Чебан и начальник Главного управления культуры Гагаузии Марина Семенова. Все они выразили слова благодарности руководству и преподавательскому составу за их профессионализм, богатый опыт и желание передавать его подрастающему талантливому поколению. Завершила мероприятие праздничная концертная программа в исполнении воспитанников Камрадской музыкальной школы и вокального коллектива Дома детского творчества муниципия Камрад. Детская художественная школа имени Дмитрия Савостина была открыта в 1983 году. На сегодняшний день в ней успешно обучаются 210 учеников. В Свято-Дмитриевском женском монастыре муниципия Чедерлунга прошла праздничная служба в честь 25-летия образования Когульско-Камрадской епархии. Литургию возглавил Высокопреосвященный Анатолий, архиепископ Когульский и Камрадский. Владыке Анатолию сослужил благочинный Камрадского округа протоиерей Петр Келиш, а также собор духовенства всего благочиния. После литургии был совершен молебен, после чего священнослужители и ктиторы храма в Гагаузии были отмечены юбилейными медалями. В первых числах октября учащиеся 13 образовательных учреждений Гагаузии получили единовременное пособие для школьников, сообщает Главное управление образования Гагаузии. Администрация остальных гимназий и лицеев в Гагаузии намерены произвести выплаты в течение текущей недели, до 13 октября. На выплату денежной компенсации для учащихся первых 12 классов в 2023 году из бюджета Гагаузии выделено 19 миллионов леев. Единовременное пособие получит 15 700 учащихся. 7 608 из них получат по 1000 леев и 8 092 по 1500 леев. Суканал планирует плановую промывку и хлорирование водопроводных сетей в период с 16 по 23 октября с частичным отключением воды. В период хлорирования использование воды запрещается, сообщается на официальном сайте города Камрад. Все меньше и меньше гуманитарной помощи получают беженцы. Им не хватает детского питания. Подробнее в репортаже наших коллег ТВ Каушен. Старшей девочке 6, второй девочке 1,5. А маленькому сейчас 5 месяцев будет, через 2 дня. У меня средняя, и они дети войны. Нас двое, средняя девочка, она ходит, но все равно ее на ручках надо. Еще и сумка с вещами, и на паланке уже таможенники помогали, а там уже дальше волонтеры. Împreună cu 3 copii minori, dintre care cel mai mare de 6 ani, iar cel mai mic de 5 luni, Valentina, din regiunea Odessa, a ajuns într-un centru de plasament din satul Popeasca, raionul Ștefan Vodă. Acasă a rămas toată familia, inclusiv soțul rănit la război. Муж сейчас на данный момент на реабилитации после ранения. Отправили сразу в Николаев, в Херсон. Он был в Буче. Именно отправили его в те места, где сильное, серьезное было это столкновение, серьезные эти взрывы, эти стрелялки, это все было. Именно туда отправили. Не было ни покоя, ничего. Каждый божий день утром просыпаешься и молишь Бога, чтобы он проснулся и чтобы хорошо, спокойно было. Получил ранение, Бог его уберег, оставил живым для нас.
У нас даже получилось так, что я днем родила, и ночью муж ранение получил. Ну, мы сейчас сделали 3 операции. Ну, поначалу, с одной стороны, была радость, что вот ребенок, а с другой стороны, уже начинал внутри страх, беспокойство, как ты будешь детей поднимать. Молишься Богу, чтобы хотя бы уберег его, оставил рядом возле нас, чтобы не забрали его назад. În centrul de plasament din Popeasca a găsit o locuință caldă, liniște și tot suportul din partea conducerii. A fost documentată și a primit statut de protecție temporară. Unica problemă, spune femeia, este mâncare pentru copii și produsele de igienă. У меня молоко пропало, и все. Мы перешли на искусственное кормление, и вот сейчас тут огромная смесь, проблема в смеси. Не хватает. Ребенок растет, уже больше кушает. Мы за один раз, вот пачка смеси, которая на 300 на 400 грамм, 2-3 дня, все, больше нет. А вот такая вот банка, она по 350 лей, она хватает почти что на неделю. Ну, прям до конца недели не дотягивает, но почти, там, 5-6 дней. Șefa centrului de plasament susține că s-a adresat la mai multe organe competente, doar că așa și nu a obținut ajutoare umanitare pentru această femeie. Am câștigat de la o organizație care parteneriat cu copii, dar la moment nu avem alimentație. E foarte greu, Doamne. Chiar într-o zi am procurat din sursele mele și am dat că nu avea cu ce hrăni copilul. Este o problemă la moment, alimentația. Alimentația pentru copiii mici. Ei avea 4 luni când au venit. Foarte greu. Au venit datorită organizației Intersos. Îi mulțumim foarte mult. Ni s-au oferit 2 cărucioare pentru centru. Direcțiile de asistență socială și protecția familiei din raioanele Căușeni și Ștefan Vodă recunosc că cererile de ajutoare umanitare cresc pe zi ce trece. Ajutoare însă sunt tot mai puține. Olga Babac a lucrat în calitate de voluntar la primăria Căușeni. Femeia susține că de la începutul anului curent, suportul sub formă de ajutoare umanitare este în scădere, iar în ultima lună acestea lipsesc cu desăvârșire. Уменьшилось финансирование, уменьшились донации, ведь есть многие организации, которые держатся на донациях. Люди устали. Новоприбывшие есть, новоприбывшие и за помощью приходят. Ну, пока, но сейчас дать нечего. ЮНИСЯР это была, наверное, самая большая помощь, которая была для Республики Молдова и для Каушан тоже, потому что это был прям огромный объем помощи. Они тогда охватили и район, и город. Это также Конкордия, это тоже была очень хорошая помощь. Каритас Молдова. Их очень много, но перечислять довольно-таки это сейчас займет время. Но организации, они такие остались, но однако я говорю, что немножко уменьшилась помощь. Все эти организации до сих пор поддерживают граждан Украины, и не только граждан Украины, и граждан Молдавии. La moment, în centrul de plasament Popeasca de raionul Ștefan Vodă sunt încadrați 70 de refugiați ucraineni. De regulă, persoanele refugiate care au nevoie de ajutoare umanitare se adresează la direcțiile de asistență socială. Это были все новости на канале АТВ. Оставайтесь вместе с нами, подписывайтесь на наши социальные сети. До скорых встреч!